Вы готовы увидеть эту красоту? Я вторую часть должна начать. Потрясно. Раз, два, три. Красота! Я как будто в Нью-Йорк попала. То есть вот эта огромная река, которая делит область на две части. На левый берег и правый берег. Мост первый, и вон там вот мост второй. Еще есть третий, мы на него скоро пойдем на фотосессию. Давайте быстро снимем, пока я тут все себе конечности не отморозила. 3 недели, считайте, здесь я нахожусь. И за это время я много чего узнала об этом прекрасном месте. Здесь запрещен Инстаграм и Фейсбук. Когда я сюда приехала, я не могла понять, что происходит. Приходится через VPN сидеть. Блин, я закрыла. Это хоккейное, кстати, здание. Воздух здесь, на удивление мое, очень чистый. Свежее. Я в первые дни не могла надышать. Снег, видите, сразу, он белый. Это все говорит о том, что воздух, он не загрязнен. Что насчет холода? Здесь реально холодно. Средний градус это минус 25, вот так вот. Сухой снег, он не тает, ногам тепло, нормально. Но вот когда ты ходишь, вот этот ветер, вот эта часть у тебя полностью краснеет. Капец, выдержать сложно. Вот так закрываю, чем могу. Дома здесь разные, разноцветные, но в основном дома из красного кирпича. Мы сняли квартиру. Там мощное отопление, я там хожу в топике. Мне здесь что понравилось, я могу ходить без макияжа. Меня никто не узнает. Вообще всем по барабану, что ты делаешь? Существуешь ты или нет, и это здорово. Благодарю Новосибирск, что он нас встретил с прекрасной погодой, за такие возможности и людей. Я уважаю специальность врачей. Это единственные, кто хоть пытается людей свернуть с полдороги с того света. Много грустных и нагруженных людей, которые как защитная функция могут в любой момент с удовольствием поорать на тебя, наехать. Но it's okay, это нормально. Мое состояние не зависит от окружения. Просто я в шоке. Я увидела совсем другой уровень медицины. Просто заходите, и все работники, они с уважением относятся к своей работе. Они любят свою работу. Это прям видно по ним. Все кабинеты чистые, светлые, бахилы, обувь чистая. Даже по таким элементарным вещам можно уже понять, да, многое. А у нас что? У нас что, из-за этого пришла, что ли? Это же несерьезно. Просто побольше занимайся спортом и все. Если у человека что-то болит, то уже серьезно. А как у нас в школе прекрасный учитель по математике Ирина Анатольевна. Как она, здесь практически каждый такой. Она ответственная, она любит свою работу. Она действительно вот с трепетом и с серьезными намерениями приходила в школу. И, собственно говоря, учила нас тому же. Мне комфортно с русскоговорящими. Я уважаю один из самых сложных языков мира. Я понимаю их менталитет. Теперь понятно, почему я хотела в магистратуру сюда поступить. Хотя стыдилась раньше. Считала это странным. Все же остальные рвутся там в Европу, в Америку. А ты чё, в Россию, ты чё? Сходили в магазин, закупились продуктами. Сейчас давайте мини-обзор. Огурцы с помидорами, лимоны, 20 штук шоколада Аленки. Его цена здесь где-то 54 рубля. А еще такие огромные шоколадки, которые нам очень понравились. От Милки с фундуком, с хлебушек. Хлеб у них здесь свежий, продается в таких вот упаковочках. Черный чай тоже, купали авокадо, очень вкусно с салатом. Зеленый чай. Зеленый чай мы любим. Купали кофе вот такое. Я вам тоже не советую. Там как будто только сахар. Ну, всякая химоза, короче, очень слабый. Но если вы вдруг купили уже, делайте как мы. Мы докупили кофе, и в сочетании уже более или менее. Как я в прошлом видео говорила уже, рыба здесь наисвежайшая. Яблоки, не яблоки, очень много фруктов. Вид из нашего окна. Вот здесь каждые 10 минут проезжает трамвай. Отдельная интересная история со звуками. Известное место тоже. Бугринский мост. Очень красивый. Стоп на минуточку. Вот блин.
Вляпалась. Все хорошо. Основная цель, по которой мы пришли, я вам рассказывала в предыдущей серии, сделана успешно, она выполнена. Очень переживали, честно. Все мои запланированные какие-то дела, они выполнены. Что там купить, закупить, заснять что-нибудь. Все это сделано. Я сейчас со спокойной душой, с облегчением пойду в магазин. Вот наш дом. И вот торговый центр Амстердам. Посмотрите, как красиво. Мы вкусили колорит местных жителей. Были сегодня в центре, площадь Ленина. И там так холодно показалось. Но там же льдышки стоят фигурные. И вот почему они, оказывается, там держатся. Но здесь намного теплее. И вот я не застегнута, уже нормально, без перчаток. Терпимо. А там, даже с перчатками мы чуть чуть в льдышки не превратились. Ладно, давайте. Они же здесь живут. Если бы я смотрела, мне бы стало интересно, как расположено все в квартире. Я вам сейчас все покажу. Однокомнатная, здесь вот вход, пол небольшой, здесь уборная. Здесь мы поворачиваем. И кухня. Все условия, чайник, холодильник, что это, микроволновка. Такой рум-тур небольшой. Все минималистично. Здесь вот зал. Два дивана и ванная комната. Шкаф. Давайте заценим балкон. Очень прочный дом. Такая толща бетона. Стульчик. Но здесь холодно. Вещи собрали, выезжаем в аэропорт. Ждем самолет. Честно говоря, сложно верить в хорошее, когда все вокруг думают, что будет наоборот. Поделюсь мыслями, каково это не идти за толпой. Так вот, закрыть глаза и жить другой реальностью, которую ты сама своими руками перетаскиваешь в эту жизнь. Когда все решали, кому нужно полететь, я повлияю, я помогу, я упрощу. Я должна быть там, и все. Действительно, без меня бы тут вообще никак. Начиная с ментального до физического, я вот должна была быть здесь, и теперь я это понимаю. Теперь я знаю, что я услышала свою интуицию и сделала все правильно. Уверенность на 200%. Я даже не знаю, как это передать. Я стала говорить как бабушка уже в таком возрасте, но слушайтесь то, что я говорю. Это вам поможет, это действительно то, что нужно вам знать. Вот. Я прилетела в другую страну, и у меня нет уже такого ощущения: вау, я в другой стране, надо еще. Я потеряла смысл вот этого хвастовства, потому что раньше я это делала чужими глазами. Это были не мои желания, это была не я. У других видеоблогеров смотреть, как другие отдыхают, не холодно, не жарко. Молодцы, отдыхают, они этого достойны. Хочется больше смысла в мои видео по натуре. Каждому интересна только его жизнь. Больше разговорных видео, где я смогу вам что-то донести, что-то показать, что-то рассказать. Но мои влоги — это мысли в реальном времени и все мои эмоции. Хвастаться, что я куда-то летаю, это уже не в тренде, не модно, никому не нужно. И мне самой уже это, оказывается, и не нужно. Все мне, конечно, это круто, я развиваюсь, но с моим ментальным осознанием я уже готова делиться, готова отдавать и давать. Я была зациклена в себе раньше, но я развернула вот эти свои глаза наружу, наблюдала за людьми, и вот я уважаю людей. У всех идет какая-то борьба внутри, все борются с мыслями, вот это, знаете, как трудно. И разные ситуации к этому еще подключаются. У каждого человека своя судьба, и она может быть очень сложной, может быть веселой, длинной, короткой. Просто за то, что у человека есть силы продолжать, не сдаваться, не опускать руку, не вешаться там. Вот за это уже стоит уважать людей. Такое небольшое сообщество. Пускайте свои размышления. Выпускайте энергию, не держите здесь. Если будете держать, то потом заболеете. Согласны, не согласны, пишите все. Я все прочитаю, я на каждое отвечу, я ваше мнение уважаю, в любом, какой бы оно ни было. Прилетим в Кыргызстан, там надо будет порезать барана, гости, такие вот планы. Прям сегодня. Прям вот как прилетим сразу. Чучук-пучук, мне точно работа обеспечена.